Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Ситуация остается напряженной. Режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой в Якутии продлен до 15 февраля. Для лечения и профилактики коронавируса уникальный биопрепарат разработали ученые в республике. Теперь можно ехать без опасений. Автозимник Якутск-Алекминск открылся сегодня. Режим повышенной готовности в связи с эпидобстановкой в Якутии продлен до 15 февраля. Соответствующий указ подписал глава республики. Работа домов культуры, саун, бань, а также проведение спортивных мероприятий разрешается при соблюдении санитарных норм. Групповые занятия могут проводиться с участием не более 15 человек. Запрещены дискотеки и иные танцевальные и интерактивные программы. Разрешены официальные спортивные мероприятия, включенные в единый план, но без зрителей. Между тем, за минувшие сутки в Якутии зафиксировали 162 новых случая коронавируса. В Якутске 71, в Мегино-Кангаласском районе 19, в Алданском 15 случаев, в Мирнинском 13, в Нерюнгринском 11. Еще в 15 районах от 1 до 4 заболевших. За сутки региональные лаборатории провели чуть более 2800 исследований. Кроме того, в оперативный штаб Якутии поступила информация, что ряд учреждений, в том числе муниципальных и государственных, отказывают в предоставлении больничных лицам старше 65 лет. 20 человек заболели COVID-19 с начала года в Хангаласском улусе. На сегодняшний день в инфекционном отделении поселка Максагалох лечение получают 24 пациента. В районе ожидается поступление 2500 доз вакцины. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. В базе медицинских учреждений Улуса будут развернуты 15 пунктов для вакцинации. Напомним, вакцина Гам-Ковид-Вак состоит из 2 компонентов. Вначале прививаемый получает первый компонент и только по истечению 21 дня – второй. Завтра получаем 13 морозильных камер для хранения этой вакцины, потому что условия хранения очень строгие. Минус 18 и ниже должна быть температура. Да? Перевозка, значит, должна быть тоже организована. Их надо в холодных машинах возить, не в теплых машинах, а в холодных, да. И вот 15 прививочных пунктов, и выездная бригада у нас тоже будет работать по плану в крупных населенных пунктах. 19 января православные христиане отмечают один из главных своих праздников – Крещение Господне. Традиционно в этот день принято освящать воду и окунаться в прорубь. Но в этом году из-за коронавируса крещенских купаний не будет. В этом году верующие могут только прийти в храмы с купленной водой в запечатанном виде, сертифицированной водой, прийти в храмы и пройти обряд освящения этой воды. При этом они должны носить маски, соблюдать социальное дистанцирование. Как известно, 2021 год объявлен в Якутии годом здоровья. В Хангаласском улусе в данный момент разрабатывается план мероприятий в рамках объявленного года. И, как сказали в Центральной районной больнице, в первую очередь мероприятия будут направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В Якутии завершился второй этап клинических испытаний уникального биопрепарата. Он предназначен для лечения и профилактики коронавируса, а также реабилитации больных, перенесших инфекцию в тяжелой форме. Ульяна Шагина побывала в научной лаборатории и своими глазами увидела процесс создания БАДа. Экстракт коры березы спиртовой, который сейчас в данный момент отсюда испаряется спирт, я его перегоняю. Это самогонный аппарат, по сути. Оставшийся на дне этого аппарата осадок очистят химическим методом, в результате которого получится порошок. Далее в механохимической мельнице соединятся 2 главных компонента будущего биопрепарата. Это ягель и кора березы. Получаем однородный порошок, который впоследствии капсулируется. О полезных свойствах экстракта коры березы, правильное название которого бетулин, в научных кругах известно давно. Но впервые выделили его из белой части березы именно якутские ученые. Он обладает удивительными противовоспалительными, противовирусными и антибактериальными свойствами. В соединении с ягелем получается сильнейший противовирусный БАД.
В стенах этого здания ученые Института биологии начали изучать ягель еще в конце 90-х годов. И сегодня уже всем известно, что ягель прекрасно выводит токсины из организма, нормализует иммунную систему и сдерживает тромбообразование. Как раз таки одним из компонентов этого нового препарата является ягель. Первые клинические испытания бетукладина с разрешения регионального министерства здравоохранения проводились среди больных туберкулезом легких и таким опасным заболеванием, как гепатит Б и Д. Далее его тестировали уже среди больных и врачей ковидного центра. Там достаточно большая выборка, различные группы были взяты. Поэтому, в принципе, уже по первичным данным можно судить, что очень хорошо работает. У принимавших в течение определенного времени новый БАД отмечено более быстрое восстановление организма, улучшалось общее самочувствие, исчезала быстрая утомляемость. По словам ученых, прием препарата, к примеру, в период заболеваемости ковидом уменьшает длительность и тяжесть острой фазы на 50%. Знаете, вирус – это всего лишь затравка, это спусковой крючок, само инфицирование. А дальше, значит, сейчас уже более-менее известны механизмы, как это происходит. Значит, поражаются прежде всего две системы. Прежде всего, собственная иммунная система. И второе, поражаемая система – это система свертывания крови. Если эти системы не защищать, то само заболевание будет протекать очень тяжело, ну и, к сожалению, иногда и даже с летальным исходом. И вот это вот третье направление защиты вот этих двух основных систем как раз, значит, в этом отношении и работает биологически активная добавка бетукладин. Разработчики предупреждают, что в первую очередь бетукладин – это все-таки не лекарство, а биологически активная добавка. Она не призвана лечить ковид, но при этом поможет организму не заболеть или быстрее восстановиться после болезни. Сегодня его уже запатентовали. Масштабная продажа начнется после получения разрешения в Федеральном Роспотребнадзоре. Ульяна Шагина, Илья Сыромятников, Якутск. В Якутии изменятся сроки охоты. В проекте документа на все половозрастные группы лося охота разрешена с 15 сентября по 25 декабря. Срок охоты на дикого северного оленя тундровых популяций предлагается установить с 1 августа по 31 января следующего года. Срок охоты на бурого медведя с 1 августа до конца декабря в осенний период, а весной с 20 апреля по 10 июня. Охоту на волка предлагают разрешить с 1 августа по 31 марта. Помимо основных сроков охоты на селезней и уток, в соответствии с новыми правилами установят и время для добычи селезней с использованием подсадных манков. Планируем разрешить охоту с петлями. Это, получается, с петлями разрешена охота на куропатку, на волка и зайца на всей территории Республики Саха-Якутия. Да? Кроме того, имеются изменения в части охоты на водоплавающую дичь, а именно охота с подсадной уткой. Дается отдельный срок – 30 дней. Автозимник Якутск-Алекминск открылся сегодня в Якутии. Теперь по этому маршруту можно перемещаться без каких-либо опасений. Кто будет обслуживать этот автозимник и какой технике разрешено по нему ездить, расскажет Дмитрий Темыров. Снежная буря и сильные метели стали преградой для многих водителей транспортных средств, которые возвращались к себе домой в преддверии нового 2021 года. 28 декабря 2020 года из столицы региона выехали сразу несколько десятков машин. И уже на границе Хангаласского и Алекминского районов они стали заложниками природной стихии. Дорогу полностью замело. Один за другим машины скопились друг за другом. Часть машин решили продолжить свой путь уже по другому маршруту. И вот сегодня, благодаря упорной работе дорожных служб, данный участок дороги официально открылся. Мы начали работу в конце декабря уже. Минтранс совместно с Минтрансом и районом у нас ВКС был. И нам поручили, что у них в связи с тем, что аэропорт закрывается на реконструкцию, поручили открыть 12 числа. Но мы 12 числа открыли, конечно, направление Ленск-Алекминск 15 тонн. И 15 января открываем 5 тонн Хангалас, Якутск-Алекминск направление.
Но несмотря на это, нехватка круглогодичной дороги все же влияет на работу многих сфер жизни Алекпинского района. Ведь автозивник сегодня является самым оптимальным маршрутом доставки не только продуктов питания, но и перевозки пассажиров. Авиабилеты по данному маршруту перед Новым годом и в начале января стоили более 20 тысяч рублей в одну сторону. Очень сложная доставка продуктов. В данный момент вот занимаемся фруктами, тоже очень сложно. Дороги, можно сказать, нет. Как говорят, у нас одни направления. Вот по поводу поездки до Якутска я сама лично ездила. Я ездила и не раз. Было несколько поездок за грузом. Вот. Ехали сутки, было что и 2 суток ехали. Это почувствовали, по-моему, все, не только вот наш бизнес, а все люди, потому что была и острая необходимость, и не было возможности очень быстро доставить. Вопросы строительства круглогодичной дороги жители района ставили уже давно. Руководство Минтранса Якутии сообщило, что этот вопрос давно стоит у них на повестке. Но взять и построить эту дорогу – это вопрос не одного дня и даже года. В части строительства круглогодичной дороги хочу отметить то, что этот вопрос все-таки решается не за один день и не за один час. То есть это плановая работа, она будет проводиться. Как уже было сказано выше, в этом году в районе закрывается аэропорт, который в межсезонье является единственным связующим звеном со столицей региона. Теперь автозивник будет единственным маршрутом для алекминчан, чтобы добраться до Якутска до начала весеннего половодья. Дмитрий Тымыров, Елена Фаст, Илья Сареметников, Якутск, Алекминск. Свой юбилей со дня образования отмечают работники Следственного комитета Якутии. Как самостоятельный орган ведомства образовалось 15 января 2011 года. Тогда они утратили приставку при прокуратуре и стали самостоятельной службой. За эти годы, по словам руководителя регионального ведомства Следственного комитета, проделана колоссальная работа по восстановлению справедливости. Встречая 10-летний юбилей, сегодня в здании СК отметили лучших следователей региона и наградили их памятными подарками. Стоит отметить, что только в минувшем году, в 2020-м, сотрудниками Следственного комитета Якутии завершено расследование уголовных дел. Порядка 1000 уголовных дел наши следователи закончили. Из них большая часть – это, конечно, расследование тяжких преступлений. Наша работа в этом плане продолжается. И я уверена, что наши коллеги приложат максимум усилий для того, чтобы обстановка на территории республики оставалась спокойной. Мы следим за развитием событий. Не забывайте носить маску, соблюдать безопасную дистанцию, обрабатывать руки. Оставайтесь с нами.